Чарли Блейкер. Друзья, аплодисменты. Прошу. Овациями и аплодисментами кыргызстанские гурманы встречают знаменитого шеф-повара из Великобритании Чарли Блейкера. Мэтр кулинарного дела провел мастер-класс для всех желающих познакомиться с новыми технологиями приготовления блюд, которые широко применяются в ведущих ресторанах мира. В числе приглашенных работники индустрии из знаменитых заведений столицы. Организаторы мероприятия – кыргызско-британская компания, специализирующаяся на выпуске мясных полуфабрикатов премиум-класса «Кыргызмит». Приветственную речь организаторы начали с рассказа о достижениях именитого повара, его опыте работы и прямом отношении к королевской семье. Чарли являлся шеф-поваром королевского поло-клуба. И данный клуб, он курируется королевской семьей. Там проводятся такие масштабные мероприятия, как кубок Картье по поло, кубок королевы по поло. И, соответственно, Чарли сам непосредственно организовывал все эти мероприятия. Ценителям высокого кулинарного искусства, собравшимся в зале, предложили самим расспросить Блейкера о его биографии и карьере. Первый вопрос – возвращение к истокам. С чего все началось? Повар без стеснения признается, что с детства не любил приготовление пищи. Но как только достиг совершеннолетия и отправился в путешествие, понял, что готовить себе еду – неизбежность. Приходилось пробовать самую разную кухню и различать вкусы. Так и родилась любовь к кулинарии. А позже дегустация блюд разных народов стала основной целью путешествий. А вот прямого ответа на вопрос о кухне-фаворите у гурмана не нашлось. Я думаю, я был бы самым несчастным человеком, если бы я ел одну единственную, скажем, кухню в мире. Отдельных гостей интересовал опыт работы Блейкера, а точнее, случалось ли ему работать в заведениях, отмеченных звездами Мишлена, которые являются путеводителем по самым статусным ресторанам мира. Вы работали или нет? Ага. Я работал в Мишлен Стар ресторане 1 и 2. После знакомства с аудиторией шеф-повар приступил к приготовлению пищи. Как и обещал ранее, стал использовать ингредиенты, которые доступны кыргызстанцам на местном рынке. Первое блюдо – баранина с травами, выпекается которое по рецепту мэтра в течение 6 часов. Умело разделывая бараньи лопатки, Блейкер еще раз отметил, что изумительный аромат и вкус чувствуются даже во время самого процесса приготовления. Затем смазываю весь кусок со всех сторон. За 3 часа мероприятия именитый шеф-повар удивил публику сразу 3 блюдами. Кроме основного горячего из баранины, он приготовил закуску из куриной грудки с пикантным томатным соусом и миндальное печенье с кремом ганаш и вишней на десерт. В целом мэтр придерживался максимальной простоты, не усложняя работу своим ученикам, которые в итоге и стали дегустаторами авторских шедевров.